Что честь нам оказал известный музыкант, профессор, которому доводилось музицировать не больше, не меньше с Рихтером, не больше, не меньше с Геннадием Николаевичем Рождественским и так далее, с множеством известных музыкантов, но все-таки то, что с Рихтером, это очень важно. И у нас в музыкантской среде есть это. Скажи мне, кто твой друг, в общем это имеет значение. Да. И вот я сейчас хочу вас познакомить с профессором Арнисом Арницансом, с которым мы сыграем новую пьесу чешского композитора Кудера. Вот меня Арнис убеждает, что она называется «Танец во мне». Или, да, как-то так. Или мой внутренний танец. Да. Внутренний танец. Пьеса джазового характера. Я хотел сказать пару слов перед тем, как мы сыграем. Я хочу поблагодарить Рафи, что он пригласил на такое торжественное мероприятие. Я очень рад, что я вхожу в число его друзей. И хочу сказать, что у меня не так мало друзей армян. У меня даже ученик есть армянин, который теперь работает в оркестре Брюссельской оперы. Я очень рад, что он такой талантливый и такой добрый. И вообще характер армян мне известный. Как-то вот, мне кажется, очень таким доброжелательным, и вообще люди, они серьезные. Вот Рафи сказал, что он бывал у Арама Хачатуряна, и я хочу сказать, что вот я не был знаком с Хачатуряном, но иногда случалось, что мы с ним обедали за соседними столиками в ресторане Союза композиторов в Москве. Там тогда можно было хорошо пообедать. И вот насчет армянского такого серьезного характера хочу вот напомнить такой случай, что приехал когда-то знаменитый французский флейтист Рампаль в Москву, и его тоже привезли пообедать в этот же ресторан. И там Арам Хачатурян как раз сидит и ест суп. И переводчик подвел Рампаля и говорит: Арам Ильич, вот тот знаменитый флейтист французский, который переложил ваш скрипичный концерт для флейты. И вот будет играть вот на концерте, ваш концерт. Арам Ильич, не отрываясь от тарелки супа, говорит: передайте ему, чтобы он больше так не делал. Да. Но мы надеемся, что автор Кундера, которого мы сыграем, с такими мыслями не будет ходить. Да. Посмотрите, какой интересный, видите, инструмент. Это необычный инструмент. Мало кто отваживается играть соло. И не так давно Арнис Арницанс приехал из Чехии, где такое искусство игры очень распространено на духовых. И вот был вместе со своими учениками в жюри конкурса. В нашем возрасте нужно только вот жюри побольше. Нравится?